тур в Турцию «Все включено» на 7 дней стоит 24 тысячи рублей. А брендовый тур в Осетию 74 тысячи на 4 дня. В Турции был и знаю, что меня там ждет высокий уровень сервиса и возможность ознакомиться с культурой региона. Одежды и восточных сувениров себе прикупить, мехов всяких по доступной цене. А что предлагают нам туроператоры, зазывающие в Осетию? Рекомендуем взять с собой обед, так как практически отсутствует на маршруте предприятия питания. Это интригующее и малопривлекательное предложение для туриста на сайте одного из ведущих туроператоров России может спугнуть потенциального путешественника еще на стадии выбора места для отдыха. Итак, чем можно привлечь заядлого туриста в Северную Осетию? Чем интересуются эти туристы? Если они интересуются культовыми местами, то, наверное, им нужно предложить, скажем, рощу Хетага, мужской и женский монастыри православные, посетить суннитскую мечеть. Если туристов больше интересуют памятники природы, то здесь нужно, конечно, сказать о кармадонских источниках, о Мидо-Грабинских водопадах. На сегодняшний день в Северной Осетии нет отелей и баз отдыха, которые готовы предложить гостям республики сервис с системой «Все включено», при которой все желаемые виды услуг входят в стоимость путевки. А ведь соединить между собой все звенья полноценного и доходного для республиканской казны туристического отдыха – это задача государственных структур, пожалуй, Республиканского министерства культуры и Комитета по туризму. Сегодня уровень предоставляемого турсервиса не подвергается контролю со стороны органов власти, а потому не выдерживает никакой критики. Отсюда и частые нарекания со стороны гостей республики. А вот вопрос такой. Люди, приезжая сюда, которые хотят посмотреть эти все красоты, не каждый же имеет таких братьев и знакомых. Вот как им попасть сюда? Вот такой вот вопрос к властям в Северной Осетии. Очень хорошие, красивые достопримечательности. Вот. Уникальные даже. Даже вот эти вот башни, которые стоят. Мертвый городок вот этот, который у нас находится здесь. Ну, он, конечно, в хорошем состоянии. За ним ухаживают, все это. Но одно пожелание есть для этого мертвого городка, чтобы, не должен быть платный вход. Это все-таки к захоронениям. Нельзя, чтобы за это брались деньги. Известный российский экономист Евгений Ясин совсем недавно побывал в республике и остался недовольным качеством обслуживания не где-либо, а в президентском номере одного из лучших отелей нашего города. В гостинице там у меня не работает лампа. Другие лампочки светят слабо. В этом шикарном номере. Вот ходит за мной этот технический помощник и говорит: пойдемте, я вам покажу, как это должна работать лампа. Это он ко мне подошел тогда, когда я сегодня должен уезжать. Чтобы заманить туриста в Осетию, нужно воссоздать разрушенную на корню советскую инфраструктуру, либо построить новую. Говоря простым языком, предоставить путешественнику комфортное жилье, вкусную еду, удобный трансфер, связь, банковские услуги и организовать культурный досуг. Сегодня все эти заботы лежат на плечах частных предпринимателей. А здесь, как говорится, кто во что горазд. Осетинские бизнесмены, которые работают в сфере предоставления туристических услуг и сопряженных с ними направлений, выживают как могут и завлекают гостей в республику как умеют. Ребята работают, авторы изготавливают шикарные вещи в традиционном национальном стиле. Но из-за отсутствия покупателей практически, отсутствуют туристы. Даже если бывает очень небольшое, незначительное количество, конечно, реализация практически на нет сходит. Все-таки как бизнесмен этого плана, авторские изделия, национальные сувениры, мне хотелось бы, конечно, чтобы приобреталось больше, завозились туристы, проводили туры, экскурсии. Потому что эти сувениры не просто сувениры, они указывают и показывают этнографию нашу, культуру, быт. Когда бизнесмен видит, что есть те, на ком можно зарабатывать, то они начинают строить и гостиницы, и рестораны, и кафе. И наши бизнесмены уже начинают подхватывать эстафету. На сегодняшний день ясно одно – государство самоустранилось. Турфирмы и частные предприниматели хаотично пытаются объединить усилия и разработать свою систему предоставления услуг для туристов. Но все попытки пока что носят локальный характер.
Тем временем, новоиспеченное агентство по развитию Северной Осетии, задачей которого является развитие местной экономики, обещает превратить республику в туристическую Мекку. Мы работаем с большим количеством туроператоров из-за пределов республики. Надеюсь, что это все принесет свои плоды. Мы собираемся охватить как можно большее количество туристов. И мы понимаем, что пока что наш основной турист – это турист эконом-класса. Соответственно, будет делаться все для того, чтобы этот турист эконом-класса не отпугнуть от Осетии. Агентство по развитию Северной Осетии, которое в настоящий момент является кризис-менеджером, пытается оздоровить экономическую ситуацию. Для этого на осетинский рынок привлекают известных туроператоров, в числе которых и мировой бренд TUI. Компания предложением заинтересовалась и организовала 5-дневный тур в Древнюю Аланию за 74 тысячи рублей. В то время как недельный тур в 5-звездочный отель созвучной турецкой Алании обойдется вам в 56 тысяч рублей. Трансфер в республику в брендовый тур не был включен, по крайней мере, в тот, который выставлен на продажу. Но это не значит, что его быть не может. То есть, если клиент готов доплатить, то наверняка доплатят. Ну и, соответственно, предполагалось, что в тур войдет Куртатинское ущелье, Даргавская долина, Медограбинские водопады. То есть, то, что легко доступно и, в принципе, очень интересно. Если у человека есть возможность отдохнуть где-то качественно и комфортабельно за 30 тысяч даже в Турции, то я думаю, что так мы туристов сюда не затянем. Итак, что мы можем предложить туристу за 74 тысячи рублей? Горский сыр, травы, мед, мясо. Знакомство с богатейшей аланской национальной культурой, традициями, ремеслами и кухней? Нет. Всего лишь ночлег в отеле и пару выездов в горы с любованием природой и дорогущей сувенирной продукцией. Удастся ли агентству таким сомнительным предложением заманить туристов в Осетию и создать для них комфортные условия пребывания? Смогут ли специалисты объединить на общее благо интересы частных предпринимателей, желающих честно зарабатывать на туристическом бизнесе, тем самым и наполняя казну налогами? И станет ли Осетия туристическим раем? Все эти вопросы пока что остаются риторическими.